Вообще классное здание. Второй день в Ингушетии для гостей начинается с посещения главной достопримечательности Магаса – башни Согласия. Познакомиться с республикой специалисты американской компании Blockchain Driven еще не успели, но за эти 2 дня гостей покорило гостеприимство, красота и стремительное развитие региона. Республика Ингушетия меня, безусловно, приятно удивила. Я побывал в Назране и Магасе. Много классных зданий, много нового строительства, новых объектов. Это видно невооруженным глазом. Через 5 лет я могу только предполагать, насколько преобразится город. Меня также приятно удивила экология, очень чистые продукты, вода без горечи в конце. То есть я понял, почему люди так долго живут. Цель визита в республику – рассмотрение возможностей внедрения в регионе криптовалюты, которая представляет собой разновидность цифровой валюты. Эта платежная система основана в первую очередь на технологии блокчейна. Ключевая особенность криптовалют, по словам Петра Боровых, отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не смогут воздействовать на транзакции каких-либо участников платежной системы. Надо полностью разделять 2 момента. Есть криптовалюта, есть блокчейн. Криптовалюта – это просто предложение блокчейна. Блокчейн-технология – это именно та технология, которая, безусловно, изменит целый мир, так же, как в свое время интернет изменил мир. Но уровень и масштаб изменений со стороны блокчейна будет еще более массовым. Он, безусловно, затронет жизнь каждого жителя с каждой стороны. То есть и со стороны финансового, и банковского сектора, и со стороны сектора здравоохранения, и образования, и легальной системы, юридических отношений, и так далее, и так далее, и так далее. В регион гости приехали по приглашению депутата Госдумы Алихана Харсиева. В Ингурском госуниверситете специалисты уже провели лекцию на тему криптовалюты. Студентам объяснили, что эта тема одна из интересных, не только в сфере финансов, но и включающая в себя много секторов, в том числе инновационные технологии. Это направление уже завоевало немало сторонников. На данном этапе Республика Ингушетия является одной из первых республик, которая очень серьезно задумывается насчет внедрения этих инновационных технологий. Мы хотим и хотели бы, чтобы Ингушетия стала одной из первых республик, которая реально интегрирует эту технологию в многие процессы, в том числе и бизнес-процессы, коммерческих и некоммерческих структур. Первые шаги уже сделаны. В следующем месяце создадут рабочую группу, которая будет заниматься внедрением криптовалюты в регионе. Возможность войти в ее состав получит активная молодежь. Возглавят группу государственные служащие самого высокого ранга. А участие студентов в проекте даст много преимуществ. В каждом субъекте Российской Федерации необходимы кадры. Соответственно, для ребят, которые сейчас изучат технологию блокчейн, перед ними откроются новые горизонты и высокий карьерный рост. Криптовалюта, безусловно, революционная тема, которая затронет всех жителей, а также бизнес-процесс каждой организации. О криптовалюте и технологии блокчейн говорили и на встрече с главой Ингушетии, который поддержал инициативу экспертов. Республика готова к внедрению технологий. Мы просто ждем на данном этапе финального решения насчет законопроекта о блокчейне криптовалют со стороны РФ. Криптовалюта откроет широкие возможности для участников, и, вероятно, совсем скоро ее возможности сможет оценить каждый житель региона. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.